ребят. Пришел к Андрюхе помогать. Поклевка. Ага, есть. Налим, походу. Пойду, думаю, Андрюхе помогу. И на крайнюю тут. Ага. Гуляет. Ух ты, хороший. Смотри, какой. О! Иди сюда, брат. Вот это Муся. Вот это Муся. Стрельнула муровка. Смотрите, какой, братцы. Добряк. Да он извинил-то так по-страшному. Это моя последняя донка. Я уже к Андрею не пошел. Вот у меня тут все. И иду к Андрюхе, слышу, звенит. Смотри, Андрюх, какой. Вот это монстр. Вот это монстр. Красивый? Вот такие здесь есть. Вот, последняя донка, Андрюха. Вот. До тебя он дошел. Так Да. что бровка работает. Класс. Огонь. Блин, здоровый, ребята. Хороший брат. Я же говорю, сумерки, он выходит. Начинать надо Андрюхе. А он что-то там ложкается со своими хапугами. Это, говорю, не то, Андрюх. Вот тут сходу брат хапнул. Че, брат, уперся, да? Ты только не сожри яйца, как в прошлый раз в пацаке. Кстати, посмотрим, ребята, 3 яйца, может, сожрет. Ух, адреналина. Хапнул маломайски. Отлично. Что, ребята, с рыбалочку. Красота просто. Такая погода в октябре, ну это просто супер. Круто. Вот видишь, я тебе говорю, крышка в полозе заходит боком. Вон, ложи сюда. Как я тебе говорил. Нет, она сейчас открыта получается. 2 решетки, поддон, под жир. И получается она вот так. Вот так закрывается, видишь? Боком. Я тебе что им говорил. Это что-то только стена осветишь? Нет, вот именно что вот это 1-1,5 мм, они как бы ни о чем. Да. У меня быстро она прогорела. Я потом взял себе дорогую. Вот этот поддон под скопление жира. Вот этот поддон, видишь? На дно ты щепу ложишь. И вот. На поддон сам ложить щепу? Нет, щепу на дно ложишь, получается. Щепу ложишь на дно, потом ложишь поддон, чтобы капало сюда на поддон. Первый слой и второй слой. Вот такая коптилочка. Андрюха взял голени. Вот ложи так поперек, да. Ну, близко не ложи друг к другу, чтобы равномерно со всех сторон все это дело проходило. Вот почему 2 слоя ложится. Ну, коптильная вещь небольшая. Это бы чтобы свободно было, да? Ну да, чтобы воздух гулял, дым вот этот гулял. Ну, в принципе, да. Да, как-то говорить не надо. Сюда ложи, и тут еще 2. Можно и одну. Подожди. Вот так. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Давай 6. этот наверх ты кустами. Да? Нет, ну что, нормально. Давай сверху ставь. Вот так вот. Вот так. Все, красота. Как раз затестишь коптилочку. Да, я же... Просто мне говорили, что железо не бери. Бери, говорит, этот
нержавейку. Мгм. И потолще металл. Это нержавейка? Да. А потолще-то это... Нержавейка, да, она потом этот. И вон, видишь, такие полозья, Андрюх. Вот все. А, Вот так. Плотничком ее. Раз. И все. ну она так и ставится. Да, все тупо ставится. Всё, щас тогда Ты печку будешь разжигать, да? печку Или, поставлю. или, или на костре будешь делать? Нет, на этом. На печке? Уголь туда кидаю, а потом Ну. дрова, она протопится, потом может поставить, да, когда... Да, давай. Как раз маленькими пью. Все, турбопечка работает. Пошло мясо. Во, вот так, да, Андрюх. Ага. Все. Это вы сделал, чтобы разрез, чтобы можно было Ага. шире было. Хватило. Вот и все, пускай она 25 минут, я думаю, готова. Все, пошел домучек, ребята. Как-то так. Опа. О, Андрюха, смотри. Красота. Так аппетитно выглядят. Только вилочку, да, Андрюх, мою. Сейчас мы посмотрим. Да, Андрюх, чуть-чуть розовато. Вот, видишь, я тебе о чем и говорил. Ну можно этот поставить на 5 минут, а потом и закрытым подержать. Ну, закрывает. Ну, я понял тебя. Давай. Дойдет, как бы даже. Да. Давай. Она толстая, Все, да? ребята, смотрите, Да. что получилось. Это скушаемо. Да. О, что, уже готово. Сколько у нас получается по времени подержали, Андрюх? Ой, не засекли. Ну, наверное, полчаса. Полчаса, да? Я думаю. Вот такая курятина. Андрюх, убери поддон. Ой, слой этот. Решетку. Ага. Ну, если верхний готовый, нижний 100% готовы. Огонь. Огонь. Сразу слюнки потекли. Да? Ну и хорошо. Все, там вытряхай, выгребай. Ну, там гребся, да? Да, эти там эти опилочки-то эти, которые обгорели, выбирай. Как-то так. Надо закрывать. Ну что, братцы, всем приятного аппетиту, как говорится. Держи, Андрюха, хлебушек. Ага. Мне хлебушек. Так сказать. Попробуем копчухи. Андрюха. Пушка, бомба, петарда, я же сказал. Нормально. Чуть-чуть местами, видишь, розовато. Чуть-чуть. Не разбираешь. Горячего сырым не бывает, Андрей. Так что пойдет. Пускай кипит. Термоса заправим заодно.
страшно, что уже сломалось. Вот этот закроешь, сразу закроешь. Ну вот и чаечек у нас. Полный не заливай, Андрюх. Прям полный-полный. Что, ребятки, маломатски перекусили. Курочка получилась вообще великолепная. Ну что в целом, когда есть машина, тем более буханка, можно грузить вообще все, что хочешь, как говорится. Покушали курочки, заварили термоса, чай попили. Ну вот, 9 часов, ребята. 9 часов. На кордоне вроде как тихо, спокойно. Странно по мне, то что с километров 5, наверное, идет пальба просто. Хрен знает, что такое там творится. То ли медведя лупят с вышки, то ли лося загнали, то ли что. То ли волков, то ли просто пьяные ребятки. Стреляет, страшное дело. В общем, недалеко есть охотники. Но более-менее спокойно. Мне это кажется. С волками тоже точно сегодня ничего не получится. Тут и ракетницы, и волки. Ой, и волки, и охотники. Так что все в порядке. Ну я в целом, ребят, на проверку пошел начинать с самого низа. Как-то, ребят, непонятно. Вот с вечера был какой-то проход, что ли, шевеление. Просто, может, попался какой-то дурной. Ну и на этом все. На этом все. Андрюхи стоят рядышком. В принципе, все слышно бы было, если какие-то шевеления были. Плюс он поставил свои эти датчики движения. Так я их называю. Да, все в порядке. Единственное то, что вот тина прет вот это неприятное. Ее так убирать даже неприятно, но он вся по пальцам разбегается. А так в целом, как все насаживал, так и есть. Даже ерши пока не клюют. Ну, 9 часов. Ночь только начинается. Так что будем посмотреть, как обычно. Ну, просто самое пиковое время вот это сейчас. Столько донок. Все равно должны были какие-то быть телодвижения. Но здесь пока не ощущается ничего. Здравствуйте. Здравствуйте. Интересно. Подлещик, ребята. Подлещик вот здесь. Поклювал на 2 поводках. Вот такой ладошник. Нормальный подлец. Не ожидал я вас в октябре наблюдать. Думал, уже в ямах скатились. Значит, подлещички, ребята. Интересно. Рыбалка в октябре. Рыбка плавает по дну, говорит. Не поймаешь ни одну. О, смотрите, ребят, что творится. Подлец вышел, ребята. 9 часов. Глазастый. Ну, это сапа, наверное. Слишком у него глаза большие. Интересно. Ну что, ловим всякую рыбу. Интересно. У Андрюхи тишина, ребята. Вообще. Даже не трогали, говорит. Костерочек немножко подворошить. Прогорело.
С дровами у нас все в порядке. Дрова сухие, хорошие. Блин, после таких прогулок нахожусь я, походу, у меня уже что-то ноги загудели, ребята. Ну, получается, метров сколько? Ну, метров 500, может, наверное. Крайняя донка. Туда-сюда с километра, считай, ходишь. Так что нахожусь я, походу. Ну, ничего. Как-то так потом получается. Андрюхе все равно как-то надо давать поближе, потому что ему тяжеловато. Да и в целом как бы прошелся вроде как бы и смотришь. Часик прошел. Так сколько у нас получается? Сейчас время. Ну да. 50 минут, ребята, проверка. Костерочек. Балдеем, чаечек. Рыбалка на Лима такова. Ночь длинная. Ждешь поклевку. Постоянно в ожидании. Расколол смоляка, ребята. Смотрите, что исполняет. Просто дрова. Вот это волшебный, наверное. А запах, ребята, у него просто изумительный. Вообще красота. Смотрите, что творит, ребята. Смола просто выкипает, и он как порох. Интересно, ребят, наблюдать. Вот смотрите, вот мы сейчас в данный момент вот здесь находимся. Вот наш этот пляж. И от нас вот озеро большое, 160 метров. И следующее озеро 454 метра. Вот здесь мы сегодня болтаем. Получается, расстояние реки до того берега 104 метра. 104 метра, Андрюха. 104 метра. И мы сейчас, получается, Андрюха, мы сейчас даже не в Сытском районе, мы уже в Сытудинском районе. Сытудинский? Да. Ясно-то считается Сытудинский район. Получается, если по трассе, получается, с той стороны до трассы вот туда, по тайге, то там трасса уже идет, табличка уже Сытудинский район, Сытский район. Мы уже, получается, в другом районе с тобой. Нормально заехали. Вот. И вот это наш пляж. Да, в целом. И вот на той стороне тоже ни хреновенький такой пляжик. Получается 300 метров до него. А так вот, ребят, можно наблюдать вот такие всякие интересные моменты. Вот какой-то пляж, пески. Где-то я тут ходил. Вон какой-то пляж здоровый. Напрямую 4 километра. По реке-то, конечно, больше будет. Ну, интересно, когда вот такие вещи есть. Точки можно ставить. Ну и вот, в общем, мы здесь. Да, ребята. Вот смотрите, какая-то активность была, да, вот у него. И все. Всем расчетом почему так говорю, потому что вот я когда сейчас жили 5 дней, ну вот, вроде донки стоят 1 день. Донки стоят 2-й день, донки стоят 3-й день. Грубо говоря, то, что какой там налим был, грубо говоря, мы его поймали. Но только стоило нам сменить насадку, и у нас пошли поклевки, пошли крупные налимы. В общем, он, в принципе, здесь, получается, есть, но он просто не хочет брать червя, я так понимаю. Ну, какая-то активность все равно у него происходит, а потом он просто тупо замолкает. Интересно. И вот когда вот много времени проводишь, ребят, на рыбалке и уже так анализируешь, уже что-то думаешь, что-то понимаешь, ага, так. Все. Ну, живца, да, живец работает, но живцом надо решать вопрос. Как-то надо думать с живцом.
Но опять же, живец это не для донок. Пока ты его забросишь, удар в воду, его рвет, его глушит, тоже не работает. Вот миножка, что ни на есть, самая классная тема. Да. Такая изморозь, ребята, хорошая. Морозик. Ах, ребята, возле костерка просто благодать. Люблю, когда качественные дрова вообще вот на рыбалке. Раньше, помню, с пацанами ходили, да и я сам сколько раз ходил. Какой-то маленький топорик, соберешь там какой-то хворост, он там еле дымит. Еле-еле, что-то душа в теле. И все же все равно костер. На нем же и кушать готовили, там что-то, бич-пакеты заваривали. Ну, сейчас я уже прям без таких плотных чурок, смоляка или сухого дерева. Прям, не знаю. Ну, костер прям, я не знаю, завораживает. Я люблю, чтобы большой костер был. Даже иной раз он тебе и не нужен, там греться, там что-то еще, там кушать, готовить. Ну, когда он так горит, как-то, не знаю, и спокойно, и приятно, и красиво. Да, костер, конечно, на него можно смотреть бесконечно. Там посмотрел, мне не понравилось. Здесь очень понравилось. Посимпатично будет. Это та же, которая была, да? Это да? Интересно. Практически ты его подняла сама. И как же посередине, да? Ну все, что, ребят, 6 сек. Дом готов. Все поставили. Сейчас дровишек попилю здесь, наколю. И отлично. Кривая, косая. Надо складывать рядом с печурой.
Так, друзья, первый час. Запалил я палаточку. Палатка шает. Иду на проверочку. Налим молчит вообще. Тишина. Никаких телодвижений. Ну, пройду сейчас, перезакину. Все ровно сделаем. И, наверное, немножко отдохнем. Сейчас как раз пока пройдемся. Будет час, уже второй. Попьем чаю и, наверное, ляжем. Поваляемся. На улице дубак. Вообще, ребята, смотрите, какая. Все в изморозти. Черви замерзли у меня. Я их к костру не отнес, блин. И как-то так. Пока вот так. Не знаю, может утром что-то будет интересное. Точка интересного. Есть подлещик. Елец. Может другая рыбка порадует с утра. Ну а пока очень скучно. Да, братцы, нет резону. Черви все живые. Ну, единственное, надо было тряхануть. Убрать траву. Это в любом случае. А так, ночь просто все мертвый. Вечер такой еще был интересный. Тут туда-сюда это поклевывало. Что-то ельцы радовали. Налим в 5 часов хороший попался, блин. Ну, думаю, ну все. Что-то мы должны отловиться. А тут нифига. Ну, тут что-то кто-то жмякал. Кто-то жмякал. Добавим. Без проблем. Без проблем добавим. Посмотрим, что утром будет, ребята. Утро бывает тоже интересное. Что тут вообще какой-то беспредел. Серегина хапуга здесь привязана к моей донке. Не знаю, у нас такие снасти точно, ребята, не работают. Если была бы рыба, как в тех краях, то, думаете, мы не ловили бы? Я думаю, бы ловили. Так же бы ловили. Тяжело с рыбалкой с каждым годом. Ну вот что, прогулялся. Траву пошибал. В общем, ничего интересного. Пьем чайку, ребята, и пойдем отдыхать. Реально отдохнем. Ну нет смысла, что. Ночь она такая и будет. Во времени всего лишь час, второй. Кушать что-то как будто неохота. Хотели что-то приготовить. Ну, настроение такое, знаете, ребят. Ночь очень длинная. И когда вот такие моменты, ну прям вообще никак. Неохота. Что-то конетелится. Нет такого настроя боевого. Подзамерзаем немножко. Встанем лучше пораньше, может утречком что. Мелочушка побалуется. А там же и щука может быть. Сколько случаев уже за эти рыбалки, что хватает. Хватает она. Бель, который попадается. Посмотрим, в общем. Так, в целом, я думаю, нет смысла сидеть, морозиться. Лучше в палатке поваляемся.
Ну что, ребята, как говорится, вечер в хату. Завалился в палатку. Все, снял сапоги. Ну, стелю, ребята, 2 пенки. В целом этого достаточно без раскладушки. В это время можно еще спать. Ну, тем более с печкой. Спальник также не залажу, просто укрываюсь. Вообще комфортно себя чувствую. Дверь закрываешь, и здесь классная температура. Ну, вполне, ребята, нормально, чтобы можно киморнуть, поспать, отдохнуть. Ну, в целом все четко. Лежу и думаю, ребята, часто задаваемый вопрос по поводу ружья на канале. Недавно гоняли волки меня, ну как гоняли, немного повыли, пришли, что-то поругали меня, и в общем все обошлось, но в целом всяких советов, бомбочки, петарды, ракетницы, ну конечно 90% это говорили: Андрюха, ты ездишь в лес без ружья, легализуйся уже, делай ружье. И в целом снимаю еще охоту, так как дичь она постоянно присутствует, много уток, недавно шли гуси прямо над головой, сегодня видели по дороге косачей, рябчик, ребята, постоянно. Ну, в целом рыбалка в лесу, где-то в тайге, она всегда, видимо, с дичью. И я тут, ребят, немножко вспомнил о своем корешочке драгоценном. И прям, не знаю, хотел бы вам, что ли, посоветовать, ребята, зайти на охоту, вот реально на охоту. В данный момент у меня рыбалка, капитальная рыбалка. Ну, не знаю, ребят, в будущем, может, будем, конечно, это вопрос поднимать, но в целом я знаю много охотников на канале, многие любят охоту смотреть и вообще сами ходить по лесу. Так вот, ребята, есть корешочек у меня, землячочек, вот, потому что мы с одной республики, но, правда, расстояние между нами 1000, наверное. Ну, в общем, ребята, Саныч, Александр Чуркин, ребята, так зовут, хлопца. Ну, у него свой каналчик, ребята, канал на ютубе. Охота, рыбалка, Пижма. Пижма, потому что река протекает, так название ее. Ну, в общем, ребята, деревенский простой парняга, ну, прям рубаха, как я. Ну, в целом, без всякого вот этого. Охота, ребята, просто вышка. Я вот сам, не знаю, ну, что ли, как бы не любитель там, да, вот в целом. Ну, мне это не интересно. Мне больше, если какие-то обзоры посмотреть, то это только по рыбалке, потому что, как бы, ну, 95% это весь в рыбалке. А вот его на охоту прям посмотреть, ребята, ну за радость. Вот реально, это не та охота, которая, знаете, там, ребят, с вышек, там, со снегоходов. Парень реально трудяга. Такой же, как я, работяга. Ну, пропадает вот именно в лесу, в тайге, чтобы реально найти и добыть. Ну, вот прям, я не знаю, ребята. Крутые охоты по рябчику. Да и, в общем, вообще, в целом, контент, ребята, такой, ну, свойский, что ли, знаете. Кто простой, тот такой, тут, ну, кто простой парняга, тот меня поймет, ребята. Зайдите, посмотрите, ребята. Подпишитесь обязательно. Что-то вам в любом случае понравится, потому что Саныч делает все по красоте. Зайдите, ребята, ссылочку в описании оставляю. Ну и привет от меня передавайте. Я думаю, будет интересно, ребята. Будет интересно. В общем, Санычу привет, Саня, если будешь смотреть. Ну и, ребятка, поддержим парня. Подписываемся. Я думаю, ребята, фуфла не гоню 100%, так что все, язык заплетается, ребята, и отбиваться. Вы сейчас к Санычу, там у него привет и передавайте, и завтра с утра продолжим. Пока. Что, братцы, доброе утро. 6 утра. Проснулись с Андрюхой. Надо вставать, рыбалку делать. А на улице, ребята, невероятный мороз. Хрен знает, вроде как не обещали. Ну и опять же, Андрюха смотрел погоду, Сысольский район, а мы-то в Сыктывкарском. Это район другой, так что может быть тут немножко по-другому. Но в принципе, ребят, утрянка, вот смотрите, солнце только встает. Сейчас, конечно, все это потеплеет.
Правда, у нас все вещи в вине, ребята, все просто. Когда все будет сейчас все сырое, придется немножко все это подразвесить. Я кое-какие вещи в палатку занес, печку подложил, так что пускай там сохнет. И в общем, тихо, красиво, спокойно. Такое ощущение, что вот как будто уже, знаешь, там Андрюх, первый лед, зимняя рыбалка. Прохладно, прохладно, я даже вот. Ну вот такое же ощущение. Такое же солнышко, такой же свежий воздух, морозный. Ладно, что, надо костер распалить, так кушать что-то приготовить, так начинать рыбалку. С Андрюхой порыбачим еще, может елец будет сегодня с утра. Хрен знает. Остыл, не остыл. Кушку согреем. В курсе, что чай в термосе сохраняется намного крепче, лучше, ну, я имею в виду по кипятку, когда он полный. Так, ребят, иду на проверочку, надо перезабросить. Все же под утро. Мало ли сейчас с рассветом, ну, как правило, это же утренний выход. Какая-то рыбка выйдет. Ну, я имею в виду мирная, может, какая-нибудь. Так, как будто подонком. Все спокойно. Вода, на мой взгляд, падает. Еще падает. Ё-моё, блин, вот это, конечно, очень плохо. Смотрите, ребят, какая красота. Охрененно просто. Такая ностальгия, блин, охота, ребята, первый лед уже. Такой мороз. Мороз реально такой крепучий. А мы что-то спим. Палатки-то шикарно. Закрылись, так что. Я на раз всего и подкладывал. Ну, мы поспали-то 2 часа. В принципе, полной топки-то и хватает. На 2-3 часа, когда ставишь на томление. Дрова потихоньку горят. И в палатке очень комфортно. Ах, ребята, аж ностальгия такая. Уже на зимнюю рыбалку. Прям не знаю, не могу уже. Прям уже охота. Да, скоро будем доставать зимние вещи. Готовиться к зимней рыбалке. Готовить технику. Но изначально, ребята, мы, наверное, съездим к Геннадию Геннадьевичу в гости за налимом по первому льду. Ладно, прогуляюсь. В целом прошелся, ребята. Ну, ничего такого интересного. Подонком. Короче, ночь была, походу, реально тихой. И даже отсутствие 4 часов ничего не изменилось. Единственное то, что грязь. Тут-то есть, ребята. Тут-то есть. Ладно, уйдет, не уйдет. Трава не дает мотать. Трава вот эта, блин, тина. Охотники, слышно, начали канонаду. Перелет утки пошел утренний. Окунь, ребята. Утренний окунь. Утренний матрос. Съел всех червей.
Ладно. Андрюхи берем. Андрюхи семья большая, ребята. Очень большая. Так что Андрюху рыбку дадим. Пускай везет, жарит, угощает детвору свою большую. Ну что, ребята, прошелся, перезабросил. Много травы, ну, почистил все. Относительно, я бы сказал, что даже есть черви. Бывает то, что достаешь просто крючки пустые, а здесь как бы относительно есть. Один окунь. Андрей вроде кричал маленький налимчик. Короче, то, что мы, ребята, отсутствовали, роли не сыграло, так что все сделано правильно. Я вот думаю, вот сейчас по солнышку может выйдет белая рыба. Так хотя бы добить рыбалку, да тем более мы еще хотим посидеть. Раннее утро. Куда нам ехать домой? Налимчик, да, Андрюх? Только она не плывает. Я бросил, он перевернулся, потом я положил на берег, говорю, плывет, нет. Там маленькие были, но они просто зацепились. А этот сильно хватил. Еле вытащил, да. Ну, значит, забирать надо, что. Чухаешься, нет, дружище? Давай, не беги. Беги, расти. Смоляк, ребят, таежный. Смотрите, что сейчас будет делаться. Все. Вот это я понимаю. Дрова. Но, к сожалению, вот в деревнях, вот у нас в поселках, печным отоплением пользоваться не рекомендуется. Редко. Все же такие дрова идут на баню. Так как засирают колодца очень сильно, ребята. Ну, в перемешку с осиной, может, там 2-3. Но лучше на баню. Пока Андрюха проверяется, приготовим завтрак. А на завтрак будет... Что у нас на завтрак, ребята? Андрюхи, тут картошка замерзшая. Картохи пожарим. Контейнер принес. Андрюха в своем репертуаре с картошкой. Это, говорит, набор на уху. Я говорю, все понятно. Ну, говорю, сначала надо чего-нибудь поймать, чтобы была уха. Сейчас меленько покрошу, ребята, и пожарю картофана. Есть у нас там яйца. Плотненько надо покушать, потому что вернемся только к вечеру. Но обедать-то точно не будем. В общем, вот таким макарчиком сейчас все это сделаем. Вот дрова, ребята, пошла жаровня. Вот это настоящий смоляк. Пропитанный просто смолой. Они на вид вроде сырые, да, но в целом они горят, видите, ребят, как изумительно. Кто там, Андрюха? Подлещик? Я говорю, вот это место здесь, вот слышишь, она вот, ты говоришь, эти объедает. Тут что-то этот. Тут тоже вот, один крючок пустой был, другой. Ну, я говорю, здесь. Тут бель стоит. Ну так, можно сказать, для меня нормальный. Нормально, Андрюха. Семью кормить надо рыбой. Все замерзшие.
Замерзшие, замерзшие. Опа. Чаечек. Чаечек. Опа. Вода замерзла, ребята. Лед. Садись, Андрюха, завтракай. О, какая нежная, мягкая. О, начинает закипать. Не заправлял, не будешь заправлять? Одного, наверное, достаточно будет. Да, наверное. Ну что, друзья, потихоньку сворачиваемся. Как бы это не было неинтересно и для вас, и для меня, но, ребята, это так. Я думаю, это на самом, ребята, такое неприятно в рыбалке, это сборы. Когда большой лагерь, какие-то много вещей, все в аккурат. Ну, я стараюсь, ребят, сделать на рыбалке сразу по максимуму. Перебрал сейчас все пакеты, заменил какие-то что-то там. Тут котелочки, тут специи, чай. Чтоб на следующую рыбалку, ребят, не думалось и не искалось. Я, в принципе, привык вот так делать. Что надо, помыл, сложил, привез, и я знаю, что не надо потом перекладывать. Все в норме, все красиво. Так что и всем желаю такого же, ребят, порядка. Так, ну по лагерю, в принципе, все собрано. Так, мало маски догрузиться. Палатку собрали. Кто-то уже погрузили в машину. Начнем собирать снасти. Андрюха кидает кастинговую сеть. Хочет поймать, ребята, трофеи. Ну, в общем, да, рыбалка такая, ребята. Место интересное. Я в любом случае ее запишу в одних из таких мест, которые надо сюда вернуться. Может, даже в этом сезоне. Ну, это будем посмотреть, конечно. Ну, а пока результат не важен. Но, ребята, Никодима я своего взял. Все равно, ребята, Бог не фраер, видит. Так что, в принципе, рыбалка прошла не впустую. Даже бель поклювала. Ну, я имею в виду подъязок, окунь, плотва, елец. Увидели в эту рыбу в октябре. Это нормально. Погода классная, спокойно. Ветра нету. Вот только до воды еще немножко было. Было бы вообще зачет.
Ну все, братцы, сворачиваемся. Улов не богат, но рыба есть, ребята. В целом зареху поймали. И это радует, что место, в принципе, рабочее. Взял я Никодима. Ну, вот так в целом, всякого разного. Этот браток, ребята, очухался. Вроде как нормально. Подарю ему жизнь, чтобы больше не попадался на крючки. Засранец. Ну что, братва, все. Завершилась очередная рыбалочка. Собрали вещи. Андрюха собирает рыбу. Рыбку подал Андрюхе. Ну, пускай порадует своих домочадцев. В целом, мы свою рыбу поймаем. Братва, если кто будет смотреть, кто-то узнает, за шалаш, ребята, ну, в целом мы просто его сняли, передвинули. В целом он также подвязан, все растяжки стоят, просто немножко его передвинули, чтобы здесь буквально посидеть на вашем столике. Вот такие, конечно, вещи иногда радуют, когда вот приезжаешь и стоит столик на берегу, это, конечно, очень здорово. Сам пару раз делал таких столов, и, наверное, два, из них и не дожили. Все, за нами чисто, порядок. Спасибо месту, спасибо речке, порадовала каким-то уловом. Ну, в целом, отдохнули мы с Андрюхой шикарно вообще. Погода, ребята, дает. И это здорово. Все, буханочка под завязочку. Уезжаем до дому. Вот сейчас, ребят, понимаю, что на природе, ребята, нет плохой погоды, так скажем. Все, река, я еще не прощаюсь, я еще вернусь. Ну и вам, ребята, всем желаю здоровья, счастья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ребята, это очень мотивирует. И вам не сложно, мне приятно. Пока.